на самом деле я очень хочу увидеть план возвращения Крыма и деоккупации Донбасса. Я хочу увидеть план реинтеграции от новой власти. Я хочу увидеть, где граница допусков и где граница компромиссов. Потому что без этого непонятно, как мы будем возвращать Донбасс и как мы будем возвращать Крым. И которого вообще на повестке дня нет. Которого нет на сегодняшний день. Более того, достаточно активно российские источники информации сейчас начали упоминать Крым исключительно в российской повестке. Несмотря на то, что вот Европа сейчас четко сказала, что все выборы, которые проходили на территории Крыма, они не признают, я почему-то не увидел такой позиции со стороны Украины, достаточно массово и активно и агрессивно продвигаемой. Меня это настораживает. Будем списывать это на то, что на сегодняшний день из-за большой загруженности они пока не могут актуализировать этот вопрос. Но надеюсь, что в ближайшее время мы увидим этот вопрос не просто на повестке дня, а озвученный наконец-то вселюдно, и для Украины не будет больше вопросов, как мы будем возвращать Крым и как мы будем деоккупировать Донбасс. Ну, по крайней мере, я слышал такое уже от новых народных депутатов, я, честно говоря, не припомню от кого, что в течение полугода будет представлен план вот как раз деоккупации, разведения войск и прекращения огня на Донбассе. Какой это может быть план? Потому что, по сути, я лично сейчас от всех экспертов слышу только продолжение усиления санкционного режима. Я не знаю, надо задать вопрос к тому, что видится, потому что очень много вопросов по действиям. Ну, например, сейчас говорят, у нас вроде сейчас перемирие. Я не знаю, перемирие, количество погибших, раненых и травмированных. Сегодня 11 обстрелов было. Я же говорю, количество травмированных, раненых, погибших у нас не уменьшается. Количество обстрелов увеличивается. Нарушение тишины продолжается. То есть, о чем мы говорим, ну, я не знаю, у меня пока и перемирия нет. Более того, отвод войск с некоторых территорий, ну, у меня тоже есть вопросы. И все-таки это вопрос к главнокомандующему, это он принимает решение, он несет ответственность за это. Поэтому очень хочется увидеть, куда мы движемся, и вектор. Очень хочется понять, куда ведут Украину. Учитывая, что у нас все-таки страна демократическая, а власть принадлежит народу согласно статье 5 Конституции Украины, и как сегодня один из представителей «Слуги народа» сказал, народ хочет, так вот народ очень хочет действительно узнать, когда и как Украина вернет под контроль Донбасс и Крым. Это главный вопрос на сегодняшний день. Ну вот, я извиняюсь, я сказал 11 обстрелов, нашел информацию 13 обстрелов за сутки, ранен боец вооруженных сил Украины. А я хочу вспомнить население Крыма, которое с появлением президента Зеленского ликовало, говорило, наконец-то дороги откроются и будет перемирие. Смотрите, ну пока же не открылись, перемирие. Ну, у нас уже, смотрите, как произошел обмен? Обмен произошел многослойный, я бы сказал так. Но здесь вопрос в другом. Опять же, я почему говорю о том, что я хочу увидеть этот план? Потому что я хочу увидеть, где эта граница. Я понимаю, что если россияне начали войну, начали с аннексии Крыма, то они согласятся закончить войну на своих условиях. Ведь начинают войну для чего? Не для того, чтобы ее в один момент закончить, а для того, чтобы достигнуть своего результата. Какой результат у России? Россия хочет, чтобы Украина перестала двигаться в сторону Европы, чтобы Украина вернулась в орбиту влияния России, чтобы показать своим гражданам, смотрите, вот они неудачники, они попытались дернуться от нас, ничего у них не получилось, мы вернули их под контроль. Так, вот сейчас Украина выигрывает или проигрывает? А в данный момент я могу сказать, что Украина точно не в выигрыше. Более того, мне не очень нравится риторика, которая сейчас звучит от некоторых наших представителей в государственных структурах. Например, сегодня я прочитал о том, что представитель комитета по иностранным делам заявил о том, что они готовы убрать американских инструкторов с Донбасса. Я прошу прощения, что это было и что это за заявление. А кроме того, я хочу сказать еще одну вещь. 6 сентября в Риге прошло заседание, встреча делегаций ПАСЕ, которые приняли для себя решение отреагировать и ушли из ПАСЕ после возвращения Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Позиция Украины на этой встрече была, мягко говоря, странная. Я пообщался с представителями этих делегаций, они сказали, что мы готовы были бойкотировать, но выяснилось свою работу в ПАСЕ, но выяснилось, что Украине это не нужно. И вот очень хочется узнать все-таки, нужно, не нужно, вектор действия. А самое главное, очень хочется понять, что дальше будет предложено России для умиротворения Кремля. Потому что я не очень верю в то, что Путин скажет, окей, перестаем атаковать, уходим с Донбасса, даем полномочия Украине, прошу прощения,
Пусть занимается своим государством самостоятельно, не будет блокирующего права у Донбасса на внешний европейский какой-то вектор. Кроме того, не будет амнистии тем, кто убивал украинцев. Хочется понять, на что готова пойти власть для того, чтобы достигнуть мира. Мир бывает, напоминаю, двух вариантов. Либо победа, либо поражение. Других вариантов пока не существует.